я нагайцем никогда не интересовался до определенного времени. Я был монголоведом, монголистом. Вот. Как раз исследовал Монгольскую империю. Вот. И однажды в институте, тогда он назывался «История СССР», Российской академии наук, в Московском институте, где я начал недавно работать, состоялось обсуждение одной рукописи. И при нем присутствовал замечательный нагайский общественный деятель Бальбек Хаджи Байрамович Кильдасов. И я, значит, тогда молодой вчерашний аспирант, мое мнение тоже там среди последних попросили высказать. И я стал там комментировать, я не помню, о чем была эта рукопись, и, в общем, я употребил понятие «нагайские татары» в речи. И вот когда я закончил, Бальбек Хаджи Байрамович начал меня критиковать. Молодой человек совершенно неправильно говорит, нагайцы и татары это совершенно разные народы и так далее. Как-то меня это так задело, вот, пошел узнавать, что такое, что за нагайцы такие и так далее. И вот почему-то с этого толчка и началось увлечение нагаеведением. И еще один вопрос по поводу этнонима Ногай. Вот этот этноним, каким народом можно отнести, каким племенам можно отнести? Вот бесконечно идут споры между казахами, татарами, Ногай, вы знаете, наверное, да? Вот как вот к этому этнониму относиться? Насколько он широко распространен? Ну, вы знаете, здесь пока много неясного. Я пока пришел к выводу, что в 15-17 веках, вот, наверное, вот в это время, этноним Нагай употреблялся в узком и в широком смысле слова. В узком смысле это жители Ногайской Орды. И большой, и малый. Улу Нагай, Кши Нагай. Вот. В широком смысле это кочевые тюрки, бывшие подданные Ногайской Орды. Золотой Орды. Именно поэтому вот у казахов все древние памятники приписываются нагайцам, вот, считаются нагайскими. Хотя на самом деле это не так, самые разные народы их оставили. Вот. Ну, наверное, вот так. Я вам говорю, что есть последние находки такие сенсационные, я пока их озвучивать не буду. Рано пока, надо все это обдумывать. Хорошо, я услышал. И вот еще один момент. Вот, этноним Нагай можно отнести к современным нагайцам? Есть прямая связь? То есть современные нагайцы могут считать себя нагаями? Или вот это совершенно два разных народа были? Вот недавно мне задали в интервью вопрос о связи между современными татарами и золотоордынскими. Вы задаете тот же вопрос о нагайцах. Я отвечу так же, как ответил насчет татар. Мне представляется, что соотношение между современными нагайцами и нагаями Ногайской Орды примерно такое же, как между современными итальянцами и древними римлянами. То есть преемственность этническая, несомненно, вот, но все-таки это другой народ, с другой культурой, с другой ментальностью, возможно, и так далее. Вот. Ну, все-таки прошло несколько столетий. Вот. Конечно, это уже во многом разные народы. И последний вопрос. Вот сейчас у нас идет кадровый голод, то есть интеллигенция редеет, а вот молодежь не идет в науку. Вот что вы можете посоветовать молодым людям, чтобы они пошли в эту область науки, начали изучать свою историю лучше, профессионально, не как мы, любители, а вот профессионально, чтобы этим занимались? Какой совет можете дать молодым специалистам? Ну, вы знаете, это в наше время это возможно только на энтузиазме. Вот. Только на искреннем стремлении, вот, сами понимаете, в нашей профессии деньги не зарабатываются, вот. Так что могу пожелать только, чтобы как можно больше энтузиастов, бессеребренников проявлялось, именно за счет них и движется историческая наука. А вот тем людям, которые выбрали вот этот путь, что ему может посоветовать? Как им развиваться вот в этой науке? Нужно учить языки, читать арабские источники, арабские тексты, персидский язык, арабский язык. Вот тогда османский язык, староосманский, да, вот тогда по-новому совершенно можно. Ну, я говорю в основном ведь об истории Средневековья, об истории нагайцев 18-19 века, там уже совершенно другие должны быть источники, здесь мне уже сложно сказать, но там их легче, поскольку более доступные документы.